Мы закончили. Мгм. Приготовлениях к празднованию зимнего Да, солнцестояния да. и бедолаг свиней, Мгм. которых именно в этот момент приносили в жертву богам. Мгм. Ну, да, да. Ну, на самом деле, каждый день перед календами посвящен тому или иному богу, потому что главный прусский бог – это Укапирмс, то есть наипервейший бог-создатель всего и бог-покровитель белых коней, между прочим. То есть белые кони считались настолько священными, что, например, когда, когда решался вопрос принесения того или иного человека в жертву, то перед белым конем клали длинную палку, и он должен был переступить ее своей ногой. Если он переступал левой ногой, человека отпускали, если правой, то приносили в жертву, потому что считали, что такова воля у Копирмса. Не кого-то из жрецов, не кого-то из присутствующих, а самого Бога. Вот, поэтому коней, например, приносили в жертву только если умирал их хозяин, какой-нибудь князь или вождь. Э, То есть сами по себе кони считались священными. И, в принципе, весь домашний скот считался как-то такими же одухотворенными персонажами, как и люди. Поэтому, если, например, умирал хозяин, у которого была хоть какая-то скотина, то обязательно всем сообщали о его смерти и собакам, и кошкам, и курам, и овцам, и козам, и свиньям, и даже пчелам. Пчелы вообще играют особую роль в традициях зимнего солнцестояния, потому что считается, что на небосвод восходит в небесные соты, то есть созвездие Плеяд. Именно в это время по их положению даже гадали, насколько будет богатым урожай меда в следующем году. Это тоже, кстати, очень архаичный момент, потому что это сближает прусскую традицию с индийской традицией. Здесь даже соответствующие легенды. Хотя мне говорят очень часто, что русский язык ближе к авестийскому языку, то есть языку, на котором были написаны ригведы, фонетически ближе. Но на самом деле очень много из русскоязыческой традиции, особенно всяких терминов или, например, названий созвездий, очень близко именно к индийской традиции. Вот. А поклонение огню и, соответственно, ритуалы, связанные с огнем, самые разные ритуалы, они роднят русскую традицию с шаманизмом, потому что огонь, разумеется, всегда считался священным. К огню обращались с уважением. Есть богиня очага Габия, она общая для пруссов и литовцев, и, соответственно, у Габии есть тоже свой день, но он в феврале уже э, после дней Габии, собственно, начинаются приготовления к металлону, прусскому аналогу масленицы. Вот, то есть фактически у всех славянских праздников есть прусские аналоги, и у многих божеств, кстати, тоже, потому что балтийская и славянские традиции очень близки. Вот. Но в любом случае, как раз Мне кажется, традиции, связанные с календами, они ближе всего к шаманизму, потому что именно в это время сохраняется такое трепетное отношение к огню, как к переносчику тепла, и фактически поклонение солнцу, которое умирает и рождается снова. Еще, кстати, есть очень интересный момент, который сближает прусскую традицию с шаманизмом. Это легенда о сотворении мира, потому что мало у каких вообще индоевропейских народов эти легенды сохранились, а там, где они сохранились, они друг от друга очень сильно отличаются. Вот по прусской традиции изначально была просто вода, был огромный безбрежный океан, и по нему плавала утка. Огромная такая доисторическая утка, которая снесла яйцо. И вот когда яйцо раскололось, из него и вытек весь мир. То есть фактически это как про жизнь, которая выходит из воды, и потом, по идее, в воду возвращается. То есть в древности прусы чаще всего не хоронили мертвых в могилах, только если это были очень знатные люди, которым полагались курганы. Поэтому мы сейчас живем на земле, где
курганы практически на каждом шагу. Многие из них раскопаны, многие от них относятся еще к бронзовому веку, потому что здесь очень древняя культура, и сейчас современные балтийские исследователи возводят начало балтийской культуры, и всех традиций, которые здесь существовали, существуют к бронзовому веку. Вот, то есть настолько она давно здесь укоренилась. И Интересно. умерших очень часто привязывали к деревянному плоту и отпускали по реке в море. То есть река, которая сейчас называется здесь Приголя, по-прусски называется Прейгора, она фактически служила связью между миром живых и миром мертвых. По этой реке трупы сплавляли прямо в море. И большая часть людей хоронилась именно в море. Поэтому здесь нет каких-то таких массовых захоронений средневековья или раннего средневековья. Скандинавы отправляли мертвых на кораблях, которые поджигали, чтобы Мгм. тоже море их приняло. А местные жители э, не потому, что они не могли себе позволить какое-то погребение, а потому что они считали, что вода очищает человека, который потом, очистившись, сможет вернуться. Вот это учение о перерождении душ тоже здесь раньше в языческое время было очень сильно распространено. Поэтому про прусов говорили, они не боятся смерти. Они не боятся смерти, они готовы живьем войти в огонь, потому что знают, что они переродятся. И то стихотворение «Криве», в котором, про которое я говорил, оно тоже проникнуто таким духом шаманизма. Там повествуется о верховном жреце всех прусов, который собирается войти в огонь, чтобы, чтобы назначили следующего жреца. И он уже себе выбрал преемника. Просто раньше существовал такой обычай, когда верховный жрец, когда он понимал, что его дни уже подходят к концу, но при этом он не хотел быть обузой, не хотел страдать от какой-нибудь хронической, неизлечимой болезни, от которой тогда еще не было средства. Он понимал, что пока он может стоять на ногах, он должен приказать, чтобы соорудили большой костер, и он туда пойдет, сам войдет. Такое вот самосожжение. Мгм. И эта традиция существовала где-то до 14 до 15 века. То есть она продолжалась даже в Литве, пока Литва была языческой территорией. Ну, в Индии до сих пор в Варанаси и сжигание, и Мгм. вода, все вместе. То есть это тоже такой сохранившийся Ну вот для, ритуал. для Индии Ганг — это такая священная река, а вот для Пруссии была Прейгора, которая как раз через всю нашу территорию течет. Мгм. Самая большая река, Проигра- которая А как как она в других странах называется? называется. Река это. Ну, ее сейчас здесь официально называют Приголя. По-немецки она называлась Прегель. Но это просто адаптация одного и того же названия, фактически. Хорошо, спасибо большое. Вот. Правильно я понимаю, что в подготовке к зимнему солнцестоянию каждый день Мгм. был посвящен какому-то богу. Из того, что мы перечислили, первый бог Да. это тот, который главный, Мгм. и в честь его выпивалось Мгм. как раз Погоди, молоко. молоко. Да, Потом и остальные дни посвящены другим богам, да, там что какие-то другие ритуалы, да, делались. да, Или это, допустим, была какая-то традиция, вот день подготовки, там люди там должны были убрать все да, пространство, конечно. подготовить, вспомнить прошлый год там Да, и перейти в следующий. Были такие какие-то да. ритуалы? Ну, Вы... ритуалы очищения, они всегда предшествовали большому пиру. То есть перед тем, как собираться всей общиной, всей деревней или всей селом в одном доме, потому что была такая традиция, которая называлась кривули. Вот, то есть все собирались вместе. Обычно старейшина, которого тоже звали Криви, старейшина деревни всех собирал. До этого в общинном доме наводили порядок, все выметали, потому что все с собой приносили и пиво, которое считалось священным напитком, так же как сома в Древней Индии, примерно такой же статус имело пиво в Пруссии. И, собственно, старейшина определял, когда
и кому и сколько можно было пива выпивать. Но во время праздников никаких ограничений не было, поэтому в празднествах участвовали только взрослые. Мгм. Были отдельные даже обряды и традиции для свадьбы, для похорон. Вот. Но в любом случае э, самые главные боги, которые почитаются в первые дни перед календами, это помимо Укапирмса, это Варикс, он же Старик, или Паталс, тот самый покровитель подземного мира. И, разумеется, э, Патримс и Перкунс. То есть Патримс, он больше весенний бог, но он тоже относится к троице самых главных богов. А Перкунс, он, соответственно, бог-громоверженец. И чтобы его не обидеть, ему тоже поклонялись. Наш Перун идет. Да, фактически, да. Мгм. Ну, это же еще и индийский бог Парджанья, то есть само по себе имя очень древнее. Мгм. И есть еще женские божества, такие как Курке и Курка или Курхе, то есть покровительница всего скота. И ей каждый раз молились, когда, например, просили позволения, чтобы принести кого-то в жертву, потому что мясо жертвенных животных тоже попадало, соответственно, на праздничный стол, Мгм. потому что все было очень так продумано, устроено. И также та же самая Габия, которая была покровительницей очага, и каждый раз перед тем, как зажигался очаг, и Мгм. каждый раз перед тем, как вносили новые поленья для очага, тоже обращались к Габии. Про это у меня даже была отдельная лекция про важности Габии и огня в балтийской как раз мифологии и в балтийской ритуалистике. Вот, то Мгм. есть у нее спрашивали позволения, был строжайший запрет на то, чтобы не кидать никакой мусор в огонь, потому что огонь – это такое живое существо. И если какие-то поленья оставались после праздничного костра или после праздничного огня, потому что с определенного момента стали все эти праздники отмечать в доме, а не на улице, то, соответственно, это все тоже сохранялось, это никуда не выбрасывалось, и с Нового года, то есть после уже праздника зимнего солнцестояния, новые дрова подкладывались к этим поленьям, чтобы Габия продолжала их освещать. И, М. разумеется, огонь можно было тушить только чистой водой, не грязной. Вот такое было отношение и к чистоте, и к тому, что все вокруг фактически является отражением или воплощением богов или воли богов. Поэтому э, и огонь, и воду нельзя было оскорблять или там тратить понапрасну или куда-то просто выливать. Мгм. Как интересно. А скажите, вот вы же все вот это вот изучаете не просто чтобы изучить, да, вы, Мгм. наверное, это как-то применяете в современной вашей жизни и как бы другим рассказываете, чтобы они тоже как-то применяли в современной жизни. Как это можно применить? Вот эти вот знания, допустим, как подготовиться правильно к Новому году, да, там можно к солнцестоянию, Мгм. можно к Ну, первому намоленному числу. Вот как вы лично я готовите? считаю, что самый главный ритуал – это именно подготовка помещения э, и поддержание его в чистоте по возможности. И, разумеется, еще очень такой момент содержание себя в чистоте. И чистота помыслов, и духовная, и телесная чистота. То есть, например, в балтийской традиции есть такая очень интересная вещь. Слово само по себе является священным. То есть какое-то сквернословие, например, оно немыслимо. В балтийских языках даже мата нет. Вот, то есть э, люди очень тщательно следят за тем, как кому что говорят. Вот. И когда, например,
в советское время какие-то такие выражения стали проникать в балтийские языки. Они, разумеется, из русского языка стали проникать, но они не закрепились, и поэтому на тех, кто, например, в Литве или Латвии громко матерится по-русски, всегда смотрят косо. С такими людьми стараются даже не общаться. Вот. Именно потому, что это нарушает... Это тоже не русские, в основном слова какие-нибудь тюркские. Ну, Поэтому не я, по-русски, но интересно, я про наверняка. то, что есть сама по себе очень такая строгая традиция блюстить чистоту и в помыслах, и в речи, и везде. Э, Мгм. И это тоже своего рода ритуал. Спасибо. Добавлю. Благодарю вас, вы Да. мне очень много ценных историй, потому что сейчас как бы формирую вот эту Мгм. вот историю. Вдруг кто-то захочет вместе, Мгм. поэтому я, ну, хочу не одна, а Мгм. чтобы какая-нибудь компания собралась, и мы прошли несколько дней Мгм. подготовки Мгм. к правильному переходу в следующий Да. период времени. Поэтому мне очень ценно и важно вот ваши какие-то акценты, да, Мгм. на что. И даже вот интересно было про каждый день Да. посвящение каким-то богам. Я, конечно, не смогу это как-то применить Ну, в это примерно как адвент, потому что в адвенте тоже каждый день кому-то посвящен. Только там есть святые, а в прусской традиции это отдельные боги и богини. Ну, еще есть такой очень важный момент с колядками. То есть, так как фактически каждые 2 или 3 дня поется отдельный вид колядок, я их насчитал 6, но, да. возможно, есть больше. Вот, мы с детьми тоже их разучиваем, они, У они им нас очень колядки нравятся. один песни поются вот в колядный период. И, ну, это такой цикл песен, которые Да, ходят там коза, да, медведь, волк, да, кто вот кто олицетворяет предков, да, приходящих в этот период, да, их нужно задабривать, чтобы предки к тебе сильно мгм, хорошо, да, там подарить им что-нибудь, конфетку, денежку или еще что-то. И вот эти песни у нас одни и те же. У вас да. прям каждый цикл, это в каждый, ну, разные дни, разные песни поются, да? Ну, фактически да, потому что есть песни, посвященные тем или иным персонажам даже. Есть, например, такой персонаж, как Кирсон Салпац или Черный петух. То есть, опять же, такой трикстер, который перекидывается петухом, а потом оборачивается хозяином леса. Вот есть такой персонаж. Есть Свента Линда, то есть священная Линда, которое может превратиться в липовое дерево, а может охранять свою священную долину. Вот. И у таких персонажей даже есть места, связанные с ними. И поэтому в определенные дни поются им песни, и ряженые тоже ходят из дома в дом и распевают эти песни. Есть видео, если интересно, я их потом тоже выложу, про то, как, как Э, прусские ряженые ходят из дома в дом и распевают колядки. Мне Или очень распевают их около огня на очень. алтаре. Если можно, я ссылочку, Да, если вы хорошо, опубликуете, конечно. я тоже выложу. И всякие песенки, вот, Да, ну, ваши стихотворения, например, на прусском языке, да, мне тоже интересно, я послушаю. Ну, вообще, благодарю вас, очень интересная беседа. Я просто через минут 20 уже должна буду выходить, и хорошо. поэтому ну, какую-то небольшую сумму того, о чем мы Да. с вами Мгм. поговорили, потому что ну, языки это, конечно, невероятная история, а люди, которые их изучают в таком количестве, как вы, Мгм. это, ну, я не знаю, я таких больше не знаю, чтобы 40 языков кто-то владел. У меня есть друзья языковеды, в Мгм. аспиранты идут очень многие, кто любит языки Мгм. и преподают языки. Но чтобы 40 языков, это вот я впервые встречаюсь. Я, правда, у них не спрашивала количество. Мне очень интересно, как вы оживляете свой язык, какой вы миссию себе избрали, вот это поднять Мгм. корни Да. ваши, поднять те знания, которые
хотели было куда-то уйти, да, вы их раскапываете, находите и дарите тем людям, кто в крови имеет те же корни, что и вы, и ну, как бы устанавливаете эти связи по всему миру, да, есть сподвижники у вас, Да. может быть, кто-то в Москве есть, и им тоже будет интересно вас найти, например, будет здорово, если кто-то увидит, там, передаст кому-то э, из знающих, Да. видящих, да. Я думаю, что, скорее всего, этим интересуются еще и люди, которые, например, пишут какую-то фэнтези, Да. наверняка, да? Да. Вот. Это же похоже на эльфийский какой-нибудь язык тоже, да? Ну, А, если вспомнить Толкина, то вообще-то его предки были пруссами, и он сам из этих мест произошел. Они приехали в Англию в XVIII веке, а до этого жили, собственно, на этой территории. Вот. И причем его потомки в курсе этой истории, потому что проводилось даже исследование ДНК, которое подтвердило, что у него есть та самая гаплогруппа, которая принадлежит западным Балтам. То есть это по ней какая? можно РТНБ? достаточно точно показать. То есть он является дальним родственником Пушкина, Канта, Гофмана, Коперника. Вот, потому что Пушкин сам писал, что его предки в свое время из Пруссии приехали еще в XIII веке. А кто знает, какая гаплогруппа, тогда же исследований не было, какая гаплогруппа у Пушкина. У Пушкина в свое время находили ее уже в XX веке, то есть это Z191 она называется, из гаплогруппы R1. Это называется западно-балтийский подклад или субклад. И у многих R1Z? людей ее как раз R1Z? находили. Группа? М. Вот. И есть исследования в интернете, которые этому посвящены. И Мгм. получается, что очень много известных людей фактически являются друг другу родственниками. А, Общий предок Пушкина и Толкина жил примерно 2400 лет назад на территории нынешней Пруссии. А Мгм. у Гофмана, например, была прабабушка, которую звали Анхен из Тарау, и в честь нее в свое время написал один прусский поэт Симон Дах написал огромное известное стихотворение, которое несколько лет назад было переведено на прусский язык. А Кант жил на территории нынешней Литвы, в смысле его предки жили там, и он тоже рассказывал про свое прусское происхождение. Но по одной ветке он относится к Куршам, и его предки по отцовской линии, если я не ошибаюсь, жили на Куршской косе и плавали на кораблях и ловили рыбу в Куршском заливе, а его отец был сидельником, он изготавливал седла. Вот это, кстати, профессия, которая в Пруссии считалась почетной, потому что седла стоили очень дорого, украшались различными рисунками. Есть даже изображение одного седла, которое было изготовлено в XI-XII веке, и там нарисованы красками священные кони, белые кони у Копернуса, которые кони-близнецы, которые изображают Старый год и Новый год. То есть Мгм. год умирающий, который должен быть привнесен в жертву, чтобы начался Новый год. Вот А как такие вот 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 этот моменты. календарь прусский, он какой? От Рождества Христова или от чего он меряется? Ну, тут точно я не могу сказать, потому что есть современный христианский календарь. Э, Мгм. Недавно, кстати, даже был напечатан календарь на прусском языке. Есть, соответственно, языческие названия у прусских месяцев, которые идут еще с раннего Средневековья. А есть вот Мгм. такой вот ритуальный календарь, в котором есть деление на недели, состоящие из 9 дней. Мы знаем, что лунный месяц состоит из 27 или 28 дней, потому что из-за колебаний а, земной оси и Луны длина лунного месяца нестабильная и все время меняется. А год, соответственно, состоит из 40 отрезков по 9 дней.
Так вот, в древности существовало определенное деление. Я просто еще не все месяцы до сих пор реконструировал. Но я знаю где-то 12 или 15 названий месяцев достаточно точно. И они все обозначали периоды между праздниками. Так как у нас есть Планируете? 4 точки колеса года, то, что называется метаскритон, круг года, или метаскелон, колесо года по-прусски, то есть между солнцестояниями и равноденствиями проходит по 90 дней или 91 день. Это 5 месяцев по 18 дней. Вот. И у каждого из этих месяцев есть свой бог или богиня-покровитель. То есть большая часть этих названий до сих пор сохранилась в прусском языке. Паталинис, Каукинис, Велинис, Супинис, Габенис э, и другие названия, которые сейчас не все так навскидку назову, но они все связаны с теми или иными богами и богинями. Очень интересно, прямо очень интересно. Это Я вижу, все, что это все кладезь по знаний. крупицам приходится собирать, буквально по самым разным источникам. А руны вы как собираете? Скажите, вот я знаю, что вы прусский рунический код восстанавливаете. Руны вы откуда берете их? То есть Руны, у нас русские руны, да, вот эти восстановленные, они приходят. Приходят, это значит, человек просто вот взял, да, ну да. увидел где-то в своем подсознании, нарисовал и назвал, звук приписал, и вот теперь мы им пользуемся. Ну, правда, работает, мне нравится. Их Русские там... руны, да. Русские А, руны восходят к VI веку нашей эры, то есть тому моменту, когда вообще появилось слово «пруса». Вот. Тому моменту, когда сюда переселились два брата, Брутен и Видевуд, с которых, собственно, вся эта история началась. Тогда здесь произошла религиозная реформа, тогда возникла местная жреческая иерархия. Вот, и с того момента началось использование этих рун. Я считаю, что они произошли от готского письма, потому что во II-III веке здесь жили готы. У готов уже были свои руны. Это был как раз, я так понимаю, что это были восточно-германские руны, потому что если мы посмотрим на буквы готского алфавита, которыми была потом записана Библия в IV веке, у каждой этой буквы есть руническое название, но при этом они уже больше похожи на греческие буквы того времени. Вот прусские руны, они частично похожи на германские руны, но больше похожи именно на готские буквы. То есть это такое наследие, с одной стороны, германское наследие, с другой стороны, это итог постоянного общения со Средиземноморьем, потому что отсюда шел янтарный путь. И в I-II веке здесь даже были, ну, южнее, не на территории нашей области, а скорее в Польше, но все равно еще на территории Пруссии, были фактории римские. Здесь римские купцы закупали янтарь, потому что он очень дорого стоил в Риме. В Риме он был очень популярен, очень дорого стоил. Люди огромные состояния зарабатывали. Римляне здесь жили. Здесь были римские поселения. Здесь нашли несколько тысяч римских монет самого разного периода. С I-века до начала IV. То есть это все влияние, так сказать, римской и греческой культуры. Поэтому эти буквы, они частично похожи на греческие, частично похожи на руны. Вот. Но в любом случае мы знаем, что был такой флаг вида Вуто, на котором были изображены три главных бога: Паталс, Патримс и Перкунс, между ними посередине. И там была надпись по периметру. И эту надпись я расшифровал. И там тоже идет воззвание к фактически великой госпоже, то есть богине-покровительнице всех богов, вот, которую называют Дебзупани или Великая Госпожа. И, соответственно, все эти руны известно, какие буквы они обозначали. Эти руны были расшифрованы, и исследователи, такие как Симон Грюнау, Лука Давид, Каспар Хеннебергер, то есть известные исследователи нового времени, XVI века, стали их изучать, расшифровали, какие звуки они обозначают, и на этом все становилось. Вот я 4 года назад стал эту тему изучать и пытался разобраться, а в чем тогда, почему люди сейчас их используют в надписях, то есть пишут ими тексты, пишут ими названия праздников, но при этом
сами руны как руны не используют, если все знают, что это руны. Это официально русские руны сейчас признаны рунами, руническим алфавитом. Я себе задал цель, я сказал, что я знаю, что это, что руны произошли, были принесены сюда готами. Соответственно, готы не просто так пришли, они со своим языком пришли. То есть надо просто смотреть готский язык, надо смотреть название этих готских слов, которых готских слов очень много в прусском языке, особенно в древнепрусском языке. Я пошел со стороны лингвистического анализа. Я нашел все названия рун в готском языке, в древнегерманском языке. Все эти слова до сих пор есть в прусском языке. Вот знание прусского языка мне позволило фактически открыть это все. То есть та руна, которая в германской руна феху, по-прусски называется пеку. Она по-другому выглядит, но обозначает именно звук П. Руна, которая скандинавская руна Наутис, называется по-прусски Науц. Руна, э, которая по... Сейчас я приду... руна, которая по-германски называется Вунью, по-прусски называется Весели. И очень много таких похожих моментов. То есть фактически прусских рун 31, то есть их на 7 рун больше, чем германских. Но те, которые 24 основных, они, в принципе, с германскими совпадают. У них немножко другое значение, немножко другой характер. Но в целом, да, Алфавит, да? да. Это алфавит и есть руна, да? Рунический алфавит. Да, он, Это, кстати, это примерно как вот наш, да, АБВ, да, азбуки Еди, да, да, и каждый да. глаголит и так далее. Это тоже, ну, можно сказать, рунический Ну, алфавит, да? все алфавиты, когда они создавались, они имели не только характер алфавита. У каждой буквы было свое значение, был свой характер и было слово, которому они соответствовали. В древности все алфавиты использовались в мантике. И древнегреческий алфавит, и финикийский алфавит, и латинский алфавит. Тот самый первый латинский алфавит, который возник в восьмом веке до нашей эры. И про то, что этрусские использовали свой алфавит в гадании, есть очень много свидетельств и очень много доказательств. То есть все алфавиты изначально создавались как мантические системы. Про египетские иероглифы даже нечего говорить, потому что про то, что у каждого иероглифа была своя божественная сущность, своя Ка, про это еще тогда древнеегипетские писцы писали. То у каждого иероглифа, у каждого знака есть своя душа. В Египте до сих пор, в Китае сейчас у каждого иероглифа есть свое значение, своя Там душа. только И китайские иероглифы. иероглифы, конечно, используются в гадании до сих пор, несколько тысяч лет. То есть, если мы точно знаем, что это руны, мы точно знаем, что это мантический инструмент, то есть он должен использоваться в гадании. Есть То еще есть, так, скажите, а наш алфавит использовался в гадании? я так понимаю, что когда кириллица только возникла, то да, потому что есть еще пример глаголицы, но глаголицу очень долго использовали как тайный инструмент, то есть ее использовали в тайне, и только в XVIII веке узнали, что, оказывается, со времен Кирилла и Мефодия глаголицу, которую они разработали для западных славян, продолжают использовать в Хорватии, в Чехии, в Словении. В Хорватии глаголица используется до сих пор. Мгм. Несмотря на то, что хорваты перешли на латинскую письменность очень давно, несмотря на то, что хорваты приняли католичество, глаголица в Хорватии используется до сих пор. И сейчас она, кстати, возрождается через тысячи лет после того, как она появилась. Мгм. То есть очень много таких систем, и когда мы говорим про руническое письмо, то мы понимаем, что мы не можем просто использовать его как письмо. У него есть гадательная функция, у каждой руны есть свой характер. Я когда наносил эти руны на дрифт, вот, это было в апреле или в мае, да, в мае этого года, потому что это тоже приурочил к празднику Пергрубрис, когда я понял, что я уже готов, я уже должен с этим инструментом работать. У меня были одинаковые деревянные плашки. Со временем они поменяли цвет. Какие-то стали темнее, какие-то стали розовыми, какие-то стали светлее. То есть сам характер, сама душа каждой руны проявляется, что я работаю с ними физически. Вот. Я видела, что вы в своем канале вытягиваете руну дня, Да, да, из да, своих рун. Скажите, да. пожалуйста, руна сегодняшнего дня какая была? Сегодняшняя руна Ауста, то есть уста или рот. Руна откровенности, руна говорения, руна проявления. Она похожа Почему на вы скандинавскую руну Ансус, да.
Все Вот, по делу, с вами разговариваем да, сегодня. да. День, когда можно честно и откровенно говорить о том, что для тебя важно. Поэтому и вытягиваю эти Правильно? послания. Да. Да. Да, может, мы вытянем послание и для наших. Есть у вас поблизости? Ну, у меня сейчас под рукой нет, но я могу как-то потом постараться вытянуть. Вот, если есть запрос, всегда с Да. удовольствием. От всей души благодарю вас, Спасибо. Николас. У нас Это уже успело стемнеть, потому что эта часовая разница тоже чувствуется. да, я все, Да, все хорошо, я ну, прекрасно все сейчас думаю, как раз мы завершаемся. да, да, да. Я бы хотела еще спросить, где Мгм. вас можно найти в случае чего? Может быть, у вас есть что-то, что вы можете делать, предлагать? Вот, пожалуйста, у вас есть там пара минут, Ну, которые я я готова. изготавливаю руны из дерева, потому что это местный балтийский дрифтвуд. То есть дерево, которое уже выросло из земли, побывало в воде и высушено солнцем. Вот, по идее, если выжигать именно руны на дереве, на таком дереве, то это будет сосредоточие всех стихий: воды, Мгм. огня, земли и, и воздуха. Я, разумеется, обучаю работе с рунами, я делаю рунические расклады. Помимо преподавания языка и помимо всего, что связано с русским языком. Вот. И Мгм. я еще веду канал на Ютубе, где тоже выкладываю свои видео, и где общаюсь в том числе и с практиками, современными практиками русскоязыческой традиции, потому что они мои видео комментируют, они даже подсказывают какие-то моменты. Вот. То есть мы все время находимся в такой тесной связи. Потому что Здорово. есть целый канал, который называется «Прусиска телевидасна», прусское телевидение, и там, собственно, собрана почти вся информация о Мгм. современной живой такой русскоязыческой традиции. И репортажи с праздников, и то, как отмечают все эти встречи. То есть это все очень подробно описывается. Э, Каждую неделю там выходит 3 или 4 новых видео, и это все не просто видео на прусском языке, о том, как и чем люди живут сейчас. То есть вся эта духовная жизнь, и мантры там есть, отдельный канал с мантрами, есть и колядки, все это, и как люди ряженые ходят по праздникам, праздники отмечают, это все там есть. Потому что Где? это все... В вашем канале? Нет, Или? это я говорю про канал прусского телевидения, с которым мы сотрудничаем. Вот, я веду свою деятельность здесь, они ведут свою деятельность в Литве, в основном в Вильнюсе и в других городах, и показывают, как там вся эта традиция сохраняется и возрождается. И это очень интересно для того, чтобы Дорогие, если показывать. кому-то вот прям откликается, интересно погрузиться в эту тему Да. глубже, Мгм. пожалуйста, вот Никольс Да. это кладезь, открытый, искренний человек, Я пожалуйста. пока, я пока что Иди. единственный человек, который об этом говорит на русском языке. Вот, то есть, Тем да, да, более, да, у вас да. есть возможность понять. Вот. Ну что, да, я тогда предлагаю Хорошо. на сегодня нам с вами попрощаться, Мгм. Спасибо сделать. большое. Да, пожелать всем сегодня красивого говорения, ну и Спасибо. скоро у Мгм. нас это ваше название, которое я хотела произнести, Мгм. календарь, да, у нас Да, это будет просто подготовка, да, да, к да. празднику, есть еще такая возможность подготовиться в компании. Мгм. Да. М, опять не успели. М.
Ух. Ладно. Бжж, бжж. Так.